возбудились сильно наши нацики от приезда Путина в Казахстан. Вы, кстати, заметили, чем отличался визит? Не было показухи, фальши. Путину не нужно играть в осыки с Токаевым, чтобы сойти за своего. Гладить тазы, ходить по юртам. У него там в России и осыков, и юртсовых хватает, и даже бишбармака. Ему не нужны рисовки, потому что люди в нашей Евразии – это люди слова, люди дела, это воины, не играющие на публику. Путин про заводы, газопроводы, про поставки продовольствия, про ТЭЦ, про конкретные дела, а не про погладить собачку на камеру. Такими людьми были и Чингисхан, и Баты, и Невский, и Иван Грозный, Сталин, наш Кунаев, Мамушула. Это люди длинной воли, ордынцы. Путин сравнил недавно Россию с Ордой. Орда не была ласковой, она была суровой. Но Орда не стирала народы, не меняла их культурный код, веру, языки, традиции. И святым Александр Невский в России считается именно за то, что сделал правильный выбор в пользу Орды. Он выбрал не Запад, который требовал сменить веру, а Орду. У хана Батыя, родной его сын Сартак, был христианином несторианского толка. Россия – это продолжение Орды. И кого там только нет сейчас, каких только этносов и верований. И когда украинцы хотят обидеть, называют Россию Ордой, они думают, что это оскорбили, они не знают, что это великая честь. И они не понимают, насколько они правы. И по большому счету, ведь мы все Орда, а Казахстан – это вообще Улус-Джучи. Именно поэтому нас до сих пор так боится Запад, нашу Орду, Евразию, потому что она своей сутью сильнее, своей идеей, она суровая, но справедливая, присоединяющая народы, сохраняющая их. Они понимают, что на этом пространстве сложился евразийский суперэтнос, народ-воин с общей историей, традициями, менталитетом, отличающийся от Запада. В своей недавней статье американский идеолог Фредерик Старр призывал западных экспертов отказаться от термина «Евразия», стереть его, размыть, чтобы этот термин нигде не всплывал, они даже слова этого боятся. Евразия была, есть и будет. И только осознание нашей евразийской мощи, силы, нашей самобытности, общности судьбы народов – вот что спасет нас от угара местечковых национализмов. Мы великая Евразия, цивилизационная, самодостаточная общность людей. Мы прошли сквозь века, усилили друг друга, изучали друг друга, брали друг от друга лучшее. Мы евразийский суперэтнос. Мы противоположность западной цивилизации, несмотря на всю агрессивную экспансию западных похабных ценностей, мы не растворимся и сохраним свою самость, аутентичность, свой уникальный код, ковавшийся тысячелетиями на этом огромном пространстве. Россия, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Кыргызстан – это все наша цивилизация. Люди со схожими ценностями и устоями. Люди открытые, простые, теплые, искренние, сердечные, люди слова и дела. Наша Орда повсюду в Евразии, в памятниках нашим мыслителям и поэтам, в мемориалах нашим батырам Великой Отечественной, в ордынских топонимах, в скифских курганах, в фамилиях русских аристократов, в каждой исторической вехе, в миллионах среднеазиатских мигрантов, в татарах, в якутах, в башкирах и даже в цветных куполах Москвы. Там везде мы. Евразия – это общность наших народов, огромные пространства родственных друг другу людей, пласты истории, за которые не стыдно. Так я думаю.